В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Самое ожидаемое событие. Меня очень понравилась природа, дружественная такая атмосфера. В Высокогорье республики проходит ежегодный масштабный культурно-спортивный фестиваль народного творчества «Биноевская весна». Все самое интересное смотрите в материалах наших корреспондентов. Время героев. У нас сейчас проходит финальная эстафета, финальное мероприятие военно-спортивной смены. Подростки из разных муниципалитетов проходят командную военизированную эстафету. Из скольких этапов она состоит? Откройте, полиция. Жалоба пока нет. Соседи как стало построить, все квартира, помогли. Расскажем о работе участкового Байсангуровского района Сайдхамзата и Дигова, о приемах граждан, рассмотрении заявлений по квартирных обходах и почему работа участкового не похожа на сериалы. Событие, которого все жители Чеченской Республики, да и не только, ждали на протяжении всего года, свершилось. Фестиваль народного творчества «Биноевская весна-2023» состоялся. В рамках программы прошло множество ярких мероприятий, среди которых конкурс чтецов благородного Корана. Соревнования проходили в селении Пачу в медресе имени Ташухаджи Аль-Индарии. Более 2000 участников мероприятия показали высокий уровень чтения и проявили усердие в борьбе за звание лучшего. После подведения итогов состоялось награждение победителей в 3 номинациях «Знание 10 и 15 джузов Писаний Творца» и «Всего Корана». На мероприятии присутствовали и около 70 журналистов из более чем 10 стран мира. Репортаж Турпала Тайсумова. Биноевская весна – это не только спорт и народное творчество, но и религиозные конкурсы. Участвуют дети со всех районов республики. Всего 3 номинации – на знание 10, 15 джузов, а также Корана полностью. Республиканский конкурс так хоккор больше так бершил так российский конкурс, так мировой конкурс был так мутаем ждох берг докар мел дох берг тоначит. О, самок да мосу хомак больше мосу حافظ كوري حافظ حبك نابو так مسنا خصمك да هم خزمت ما بيرد كمت كبوش تان وين داي حقش بلغر برقش ما دقم دار وين دايش بعشانش كديلي بلخان بلخش. Члены жюри отмечают, что в этот раз все масштабнее, больше участников и значительно выросший уровень конкуренции. Уровень, маша Аллах, хавли чула дукка лекараю, алхамдулилlah. Хокейраха, угур кезик гала чдахарш, угур кезик гала технага, халхармети глуша. Дети были рады такому событию, ведь это возможность не только проявить себя, но и показать уровень своих знаний и повысить иман. Конкурс После тщательного прослушивания организаторы определили лучших. Поздравить их с успешным выступлением прибыли официальные лица. Заместитель муфтия субъекта Ансар Хитиев отметил, что ежегодное проведение подобных конкурсов привлекает все больше молодых ребят. Многие сами становятся преподавателями священного писания. أقوز هالوجدالة هر بالخا ويك دقيعش هر بالخ ويك ليل بيتش بالش يوهو ويبتش عنا ويمخ نار هليول شوش أيماننا دير ليس هل دال ديكنز بيقام بويل دال تحيا بيركت يويل ويز هالوجدال هر سنة كل كورش دايعة هرش لاتو هرش قيقوة ويز هالوجدالة وينا موكش الله الويل. Те, кто занимается обучением чтению, приносят большую пользу. Данная ценность описана в самой книге Всевышнего, рассказывает советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов.
إذا تربل خو وإذا جري وإذا يرسل مهتعج بس يلع وشوج الله داله هربركتي حل وي مخكر تأدا دعم دقيلة أقا قرآن أهلنا غين شيخ الله طيمر سنة غين شيخ الله شخلوش ويفتش الله داله مكش الله سواقش قي وميركتي سواقش وديل مستش دوح الله تريحه الله دالك أغويشة أبوس بدين بيرق شابع عندوش دنيا عالمة يرجوشة دا توفيق سنة لويلة دا لا تنتيش مي دورش ناقوتي دورش شخ دول وينة دا قرب لويلة. После слов напутствия настала церемония награждения. От фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова призеры разделили между собой грамоты и денежные подарки, а победителю были вручены ключи от автомобиля. Турпал Алит Айсумов, Лейла Муртазова, Резван Насипов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Фестиваль стал еще одной возможностью для жителей и гостей республики узнать о состоянии своего здоровья, выявить существующие нарушения и начать своевременное лечение при их обнаружении. На мероприятии развернуты мобильные медицинские комплексы для проведения профосмотров и диспансеризации. Задействованы около 40 узких специалистов разных профилей, в том числе детские. На месте можно сделать флюорографию, УЗИ и лабораторную диагностику. Мадина Нусалчиева с подробностями. Фестиваль «Биноевская весна» включает в себя не только развлекательные программы, но и оздоровительные. В живописном селении Биной введено в рамках мероприятия прошла выездная диспансеризация населения. Развернуто 8 модулей, плюс мобильных комплексов 11. Мы планируем приблизительно 1200-1300 человек принять в этом году тоже. Задействованы у нас специалисты, республиканские специалисты задействованы и также задействованы специалисты на Журтовской районной больнице, около 40 врачей, младший и средний персонал. Прием и осмотр проходят в небольших палатках и мобильных комплексах, которые оснащены всеми необходимыми диагностическими аппаратами: рентген, флюорограф, маммограф, УЗИ-аппарат, оборудование для проведения офтальмологической и функциональной диагностики. За исключением того, что осмотр пациентов происходит прямо под открытым небом, диспансеризация ничем не отличается от обычного посещения поликлиники. Как и в обычной больнице, все начинается с регистрации. Далее поход к терапевту. Рост, вес у нас идет, измеряем артериальное давление, по холестерину и глюкозе натощак. Мы по шкале измеряем относительно сердечной заболеваемости. Обязательно электрокардиография и кардиологу консультация, если есть, так сказать, риск сердечной заболеваемости. Решение включить обязательную диспансеризацию населения в программу фестиваля было принято 2 года назад и оказалось удачным. Только в прошлом году полноценное комплексное обследование прошли 1200 человек. Начиная от офтальмолога и заканчивая неврологом, сегодня здесь около 40 специалистов узкого направления. И все они настоятельно рекомендуют не игнорировать и своевременно проходить диспансеризацию. Рамзан Бугаев работает заведующим фельдшерско-акушерским пунктом села Бас-Гордали. Как медицинский работник он понимает всю важность диспансеризации и сам не упускает возможности проверить свое здоровье, а также советует это и всем своим коллегам. Так почему же многие отказываются от добровольной диагностики здоровья? Чаще всего это происходит из-за того, что многие болезни на начальной стадии протекают без симптомов и совсем не тревожат человека, создавая иллюзию того, что у пациента нет проблем со здоровьем. Специалисты отмечают этот коварный факт и призывают в обязательном порядке проходить полноценное медицинское обследование. Во время диспансеризации мы можем выявить заболевание на ранней стадии. И при этом также это как и профилактические мероприятия, потому что заболевание на ранней стадии легче остановить и вылечить, чем больной, когда он попадает до запущенной стадии какого-либо заболевания, даже тех же глазных заболеваний или сердечных.
потому что на ранней стадии легче лечить, и легче вылечить человека. Поэтому роль диспансеризации населения – это очень важно. К сожалению, случаи, когда люди обращаются за медицинской помощью на уже поздних этапах заболевания, не единичны. Но специалисты отмечают, что в Чеченской Республике с каждым годом увеличивается число людей, которые прошли обязательную диспансеризацию, и призывают к этому остальных. Пройти диспансеризацию может любой желающий. Для этого достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Мадина Случиева, Резван Насипов, Харан Абдуллаев, Вести, Чеченская Республика. Одним из главных особенностей фестиваля стали национальные спортивные игры по 12 дисциплинам. Список состязаний включает в себя борьбу на поясах, стрельбу из лука, метание бараньей ноги, лазание по бревну. Все игры выдались красочными и зрелищными, благоволила и хорошая погода. Кто в азартной борьбе стал лучшим, расскажет Бекхан Магомадов. Фестиваль народного творчества «Бинойская весна», который в этом году проводится в 8-й раз, является одним из самых ожидаемых мероприятий региона, ставшей неотъемлемой частью чеченского народа. И, пожалуй, именно спортивные состязания приковывают большой интерес у зрителей. Игры включают в себя 12 дисциплин, среди которых метание бараньей ноги, борьба на поясах, лазание на бревно, поднятие тяжестей, стрельба из лука, перетягивание каната, армрестлинг и многое другое. На соревнованиях присутствует помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, движения первых Ахмад Кадыров и министр Чеченской Республики по физической культуре и молодежной политике Иса Ибрагимов. Именно спортивные мероприятия организовать новые, шиит вид спорта, ночью комнаты, халхиды, долла, лозер, что холюч, пошар кастана дома, yok призовой фонды, yok арелин фонды, на Ахмад Хаджицар лазу колбудоцу на выделили массодон. Победители получат денежные премии, победитель район. Царна yok ирюш спортивной площадки, шумагара такой что чуара, ше мокшал чая что по фестивалю, адуко пойди, цума до гоши гергерлуан что он чада, это хул газханерлек дон гокуза. Также на праздник спорта собралось много зрителей, среди которых известные спортсмены, чемпионы России и мира. Я думаю, это мероприятие очень хорошее мероприятие. Все, кто сюда приезжают, здесь воздух очень хороший, горы. Я думаю, мы просто одно удовольствие можем сюда приезжать. И все, кто сюда приезжают, они заряжаются очень позитивными эмоциями и уезжают домой в очень хорошем настроении. Но в любом случае ты пришел за кого-то поболеть. У меня здесь очень много друзей, я болею за всех. Да. Все-таки назови дисциплину, которая тебе больше всего интересна. Больше, наверное, больше всех, наверное, мне нравится перетягивание каната. Более такое зрелищное, поэтому эмоции немножко другие бывают. Есть на данных состязаниях и свои непобежденные чемпионы. Байсангур Салтыханов – один из них. На его счету уникальное достижение. Он побеждал в самом первом фестивале и продолжает победную серию по сегодняшний день. Дисциплина, и 80 килограмм участвовал в Дашу. Хитцел стыжи шук ахалар, соен таджимал могшал диксахалар 80 килограмм. Сохар я его линчан участвовал в Дашу, хуюка бархолный слог инси хаяка бархол яхшный. Для выполнения данной дисциплины от спортсмена требуется сила и выносливость. Снаряд весит 50 килограмм. Отводится спортсмену 3 минуты. За это время он должен поднять снаряд сколько сможет. А в борьбе на поясах решает техника и отдача. Как отмечают участники, помогает опыт выступления в борцовских видах спорта. Если взять самбо и борьба на поясах, то есть одни броски, можно сказать. Если ты заходишь в плотку, ты бросаешь, берешь свои оценки, и если
тебе суждения, то ты уходишь победителем. Любой борец, он может везде побороться на самом деле. Тут нету такого, чтобы он мог бы там, здесь. Вот если он борется, можно везде себя показать. В первую очередь, это такое патриотическое, скажем, мероприятие. Каждый за свой район, каждый за свой город пришел, каждый за результатом, чтобы, как говорится, чтобы все хотят быть лучшими, и мы тоже пришли сюда за результатом, чтобы наш район, наш город стал первым на данном мероприятии. Как отмечают организаторы, фестиваль народного творчества «Бинойская весна» — это отличная подготовка к предстоящим Кавказским играм, прекрасная возможность посмотреть потенциал спортсменов и таким образом составить список сборной Чеченской Республики. Победители и призеры были награждены кубками и ценными призами. Бекхан Магомадов, Хусейн Мурдаханов, Вести Чеченской Республики. Ярмарка и выставка сельскохозяйственной продукции не обошли стороной. Местные производители представили самые разные товары на любого покупателя. Обо всем по порядку расскажет Зарина Халикова. Фестиваль «Биноевская весна» – одно из самых масштабных событий в культурной и спортивной жизни республики. Особая атмосфера высокогорного региона создает незабываемый колорит, и все мероприятия, которые проходят под эгидой фестиваля, становятся более незабываемыми и производят на гостей региона настоящий фурор. У меня, скажу так, вот ощущение, я реально просто у себя на родине. Вот в родной семье не вижу никаких других препятствий к тому, чтобы сказать именно вот такие вот слова. Помимо культурного, фестиваль носит и нотки экономического характера. Под эгидой «Биноевская весна-2023» на специально отведенных площадках и в специально оборудованных шатрах. Для гостей и участников мероприятия развернулась настоящая сельскохозяйственная выставка и красочная гастрономическая ярмарка. В этом году свою продукцию с гордостью представили ИП Зубайраев Биксулт, хлебзавод 3, Фрутис Групп, ООО «Родина», фермерское хозяйство Жейна, Грозненский агрохолдинг и другие. Фермеры привезли высококачественный мед, свежайшие хлебобулочные изделия, мясные деликатесы и многое другое. В общем, любой товар на любой вкус. У нас представлены такие продукты, как сельдочки, лимонад, кроличье мясо, куриное мясо и сыры более 10 видов. Подобного рода площадки дают уникальную возможность развитию малого бизнеса. Как признаются сами участники выставки и ярмарки, «Биноевская весна», помимо хорошего настроения, дарит новые знакомства, возможности и перспективу. Зарина Халикова, Саид Эмин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» подростки из разных муниципалитетов прошли командную военизированную эстафету протяженностью 200 метров. Она состояла из 6 этапов. Все максимально приближенно к боевым условиям. Лейла Муртазова поделится именами победителей. Молодые люди внимательно слушают инструктаж перед началом испытаний. Это заключительная эстафета военно-практической смены «Воин», в которой участвует 180 подростков из различных районов субъекта. Центр военно-спортивной подготовки «Воин» – это организация, которая имеет свои филиалы в 11 регионах Российской Федерации. 11 мая было открытие и началась работа с молодежью. Военно-спортивная смена «Время героев» проводится в Российском университете спецназа. Благодаря всемирной поддержке главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря поддержке фонда Ахмата Кадырова. Протяженность 200 метров и состоит эстафета из 6 этапов. 12 команд по 6 человек. Они должны преодолеть ряд упражнений, такие как развязывание узлов, подъем на гору, оказание первой медицинской помощи пострадавшему, сборка и разборка, а также стрельба из автомата. Одно из предпоследних испытаний заключается в том, чтобы научить ребят правильно обращаться с гранатой. Надо вытащить чеку, метнуть цель и укрыться.
Молодые люди от 14 до 18 лет проживали и обучались в Центре развития военно-спортивной подготовки патриотического воспитания молодежи «Воин», расположенного на базе Российского университета спецназа. Ребята очень довольны, что имеют возможность приобрести такие полезные навыки, которые пригодятся в жизни. На высшем уровне все проходит. Подготовки, За спиной у них трехнедельный интенсивный курс обучения военному делу, пройденный под руководством опытных инструкторов. Тут они освоили огневую, техническую и инженерную подготовку, а также управление беспилотными летательными аппаратами и тактическую медицину. 2-3 недели назад, когда они приходили в Российский университет спецназа, можно сказать, ничего не знали. А сейчас уже дети вообще прям все четко работают, правила безопасности обращения с оружием, все основные правила знают. Отметим, что Российский университет спецназа имеет уникальную площадку для проведения различного уровня соревнований и высококвалифицированный инструкторский состав, который передает свой уникальный боевой опыт каждому. У нас обучают все инструкторы квалифицированные, поэтому даже за такой короткий период времени все подростки у нас обучились в достаточной мере. То есть и сегодня вот решили провести даже соревнования, то есть уже оценить конкретно по командам, посмотреть, сравнить. По итогам эстафеты определяют лучшие команды, которые получают сертификаты о прохождении курса. Впереди ребят ждут еще 2 этапа обучения. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Участковая профессия народная. Он ближе всех к людям, знает каждого на веренной ему территории, к нему обращаются за помощью. В течение дня необходимо разобрать жалобы и заявления, а вне кабинета они ведут постоянную работу с населением, объезжают неблагополучных граждан, лиц, состоящих на учете, а также ранее судимых. Медина Мударова узнала все тонкости работы участкового. Служба участковых уполномоченных полиции играет важную роль в охране общественного порядка. Они ближе всех находятся к населению и первыми встречаются с человеческой бедой. За это их и ценят. Мы часто о них слышим, но так мало знаем, что на самом деле входит в работу участковых и какая же специфика этой работы. Один день с Саидхамзатом и Диговым смогут ответить на все эти вопросы. Как говорит майор полиции, главная задача – предотвратить преступления. Эта работа мне очень нравилась. Общение с людьми. Помогать людям, охранять общественный порядок. Кто работает в этой сфере, мне кажется, кто должен как-то выкладываться на 100% и любить эту работу. Тем более участковая служба, она связана с людьми, с народом. Рабочий день участкового Саидхамзата начинается с совещания, затем он отрабатывает ранее полученные материалы. Далее сбор данных, характеристики и многое другое. За 10 лет работы он видел много происшествий, и опасных, и не очень. Но это его нисколько не пугает, а только мотивирует работать больше. Приходилось иногда допоздна работать. Мама переживала. В нашей семье были 4 сотрудника. Вот, всегда мама переживала. Она знала то, что это гражданский долг каждого человека. Мама к этому относится очень хорошо. Но если не я, кто пойдет? Далее участковый отправляется на свой административный участок для обхода жителей. В его видении находится несколько улиц. Почти каждого здесь он знает в лицо. А люди с радостью открывают ему двери. Соседи как-то посторонних лиц, квартира, Выезды по жалобам, ответы на запросы из различных правоохранительных структур, улаживание бытовых конфликтов – это лишь часть каждодневной работы участкового полицейского. Далее работа с гражданами, которые обращаются по различным вопросам. Все строится на доверии, а его нужно заслужить. У Саидхамзата и Дикова это получилось. Я знаю, он неоднократно помогал по просьбе, которые к нему обращаются, он не оставляет ее, чтобы не сделать. Вот поговорил с ним, так решили, что все это уладится, и будем он как-то дальше это все скажет. За годы работы он успел заслужить и уважение своих коллег. О нем отзываются как о человеке надежном, ему можно поручить любое задание. С 2011 года в должности, со своей работой, службой справляется очень хорошо, даже можно сказать отлично. Население, даже ребенок, с 5-летнего ребенка его знают, уважают,
каждый раз в вечернее время, в любое время он находится на административном участке. Байсангуровский район разделен на 30 участков, 3 переданы в Шейх-Мансуровский район и 1 в Ахматовский. На оставшиеся 26 закреплены свои участковые. Человеческие эмоции, негатив, работа практически без выходных. Справляться помогает желание помочь людям. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.